Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл представила депутатам парламента республики доклад о деятельности за 2022 год. В докладе сделаны выводы и даны оценки результатам пятилетней деятельности аппарата уполномоченного. На одном из ближайших заседаний парламента будут выбирать нового омбудсмена. По каким критериям выбирают нового уполномоченного и как развивать этот институт, подробнее будем говорить с Асидой Шакрыл в студии «Радио Спутник». Асида Георгиевна, спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо, что пригласили. Добрый день. Ваш доклад многие назвали жестким. Вы обратили внимание депутатов общественности на большой круг вопросов и нерешенных проблем. Вы сами как оцениваете свой доклад? Если он назван жестким, то значит у нас жесткая жизнь. Но это такой же доклад, как и все предыдущие. Более того, мы многие темы повторно озвучили, многие проблемы, и даже обратили внимание на то, что депутатам парламента необходимо будет все же начать обсуждение тех нарушений прав человека, которые отражены в предыдущих докладах. То есть очень много тем, проблем, нарушений, которые на протяжении 5 лет не устранены. Да, вот, это касается наших рекомендаций, которые так и не были рассмотрены. Это касается, пыток, это касается социального обеспечения, это касается отсутствия правового регулирования многих вопросов. То есть просто отсутствие закона в стране, отсутствие... вот мы говорим За 5 лет мы вообще над многими проблемами работали, нарушениями прав человека. И понятно, что мы пытались анализировать эти нарушения, пытались... Мы работали над устранением нарушений прав человека не только конкретного человека, но в целом, чтобы эти проблемы были устранены на системном уровне, и чтобы на системном уровне не нарушались права человека. Поэтому мы пытались проанализировать и выработать рекомендации таким образом, чтобы депутаты особо как-то так мы облегчали им жизнь, и они могли бы, конечно, воспользоваться нашими рекомендациями, и многие законы могли быть уже более совершенствованы, и показывали, и говорили, какие именно нужно внести поправки, в какой формулировке. Вы знаете, на самом деле у уполномоченного нет таких обязательств прям вот именно так это делать. Да? Мы могли обычно, самое главное, чтобы правозащитники обращали внимание на нарушение прав человека и давали рекомендации по их устранению. Но то, каким образом надо это сделать, можно было бы, наверное... Не взваливать на себя весь. Не взваливать, да, вы правильно, хорошо сказали, не взваливать на себя. Но мы это делали, не поднимая головы, потому что понимали, что раз мы этой проблемой занялись, зачем бюрократизировать этот вопрос, если мы можем это сделать. И если были соответствующие специалисты, профессионалы, к которым мы могли обратиться, мы обращались, они нам помогали. Жаль, что можно было бы много нарушений как-то уже устранить, если бы своевременно было бы реагирование не только со стороны законодательной власти, но и исполнительной, и судебной, и так далее. Потому что только таким образом мы можем системно решать проблемы. Хорошо, вы обращаете внимание на проблемные вопросы, но тем не менее за 5 лет работы вы смогли повлиять на решения исполнительной, законодательной власти? Все-таки что-то сдвинуть с мертвой точки удалось? Да. Что касается тех вопросов, с которыми к нам обращались, и тех нарушений, конечно, большая половина заявлений, она как-то успешно обратившиеся к нам, они были защищены, мы смогли помочь им и так далее. Но это касается конкретных дел. Да, это наша, в первую очередь, задача помогать людям защищать права тех, кто обратились. Но самое главное, чтобы другие люди не обращались с такой же проблемой для уполномоченного. Поэтому
вот тут, да, есть проблемы. Но мне кажется, Но сам то, что институт развивается то, ведь. что эти нарушения, они выявлены, они озвучены, они проанализированы, да, это уже много работы. То есть главное, что как бы не отступать от этого и продолжать дальше. Конечно, в этом смысле мы считаем, что да, много серьезной, нужной работы проделано. А сам институт вот за 5 лет, как вы видите, он изменился? Не то чтобы он изменился, он развивался, потому что это же, насколько вы знаете, это же новый институт, независимый институт. Только вот в 2016 году, да, был написан, как бы принят закон, и следом был создан этот институт, был избран уполномоченный первый Дмитрий Маршан. И вот в эти 5 лет это, скорее всего, были 5 лет становления этого института и укрепления его вот такого, да, укрепления потенциала этого института. И, конечно, когда мы говорим о потенциале, это прежде всего о сотрудниках, профессионалах, экспертах и так далее. Это очень важно. Но для того, чтобы тоже... это важный потенциал, потому что без этого ничего, никакой работы не будет. И в этом смысле, конечно, нужен серьезный финансовый потенциал, потому что без финансовой такой независимости и поддержки сложно привлекать экспертов высокого уровня. А для того, чтобы успешно защищать, то ты не можешь, не иметь этих экспертов, да, потому что нам в принципе приходится оппонировать и судьям Верховного суда, прокуратуре и так далее. То есть тут настолько должны быть и знания, и опыт, и умение, как это отстаивать, стратегию, как выработать и так далее. В этом смысле у нас были проблемы, остаются вообще относительно вот такой независимости финансовой, эта проблема серьезна. И я думаю, что в будущем надо над этим думать, потому что без того, чтобы туда приходили люди, которые уже имеют опыт работы. Да, например, во многих странах чаще всего в таких институтах работают судьи в отставке, да, которые уже, то есть имеют колоссальный опыт, имеют знания. Вот. И я бы очень хотела, чтобы у нас то же самое было, чтобы туда приходили. Конечно, хочется, чтобы и молодые приходили, набирали опыт и так далее, но больше всего, конечно, нужно думать над тем, чтобы там работали эксперты высокого уровня. Асида Георгиевна, сейчас будут выбирать нового уполномоченного. Интересно, по каким критериям вообще выбрали 3 кандидатуры, которые претендуют на эту должность? Вы знаете, уже И вообще какой подход к выбору? Да, один человек уже снял свою кандидатуру. Это Гунда Дженя. У нее есть на то причины. Вот. Я надеюсь, да. Но самое главное, что, вы знаете, я вообще надеюсь, что мы не только в вопросе избрания уполномоченного, но вообще, когда у парламента есть такие функции избирать, да, потому что, мы понимаем, что это серьезно независимый орган и так далее, который парламент выбирает судей, парламент выбирает генерального прокурора, парламент выбирает председателя контрольной палаты, да, и вот, и тут главное, каким принципам придерживаются, да, депутаты. Это очень важно. И на мой взгляд, самый главный критерий — это знания и опыт. Кто представляет эти Должны кандидатуры? быть серьезные профессиональные знания, да, и опыт. Иначе, у нас как-то так сложилось, что думают, справиться, научиться. Нет, извините, на такие должности не должны приходить туда люди, которым еще нужно учиться. Туда должны прийти люди с таким опытом работы, которые знают, как это делать, еще могут кого-то научить.
тому, как это сделать, а не так, что он сам нуждается в этой, да, в этих знаниях, в этом опыте. Поэтому, да, конечно, там есть, ну, там две кандидатуры. Это Диана Кирселян. Вы, наверное, ее, ну, знаете, и думаю, что знаете, потому что она довольно-таки видный, да, ну, в своей работе человек. Работает. Да, потому что она уже десятилетиями работает в этой сфере. Понимаете, десятилетия. И это напрямую связано с ее работой. То есть она занимается, она координирует работу сети общественных приемных по правам человека. Они сидят в судах, они анализируют дела, они они пишут статьи, они отправляют свои возражения судьям, там, да, кабинету министров и так далее. То есть это уже такой серьезный потенциал, да, и опыт, который, я думаю, что должны учесть депутаты парламента. Светлана Георгиевна, мне единственное, не выборе. хотелось бы, чтобы мы сейчас в эфире кого-то поддерживали, да, потому что вы как-то меня спросили, влияете. кто, и я ответила. Да. И вторая кандидатура — это Анна Скишмария. Мы в целом говорим вообще, как выбирать уполномоченного, каким он должен быть, не говоря про какие-то конкретные личности. Все-таки опыт, обязательный опыт работы, это, можно сказать так, пожелание. Не прописано в законодательстве, Нет, там четко прописано, что кандидатура, человек должен обладать знаниями и опытом защиты прав человека. Ну, кто-то сегодня там есть, у нас есть дискуссия идет, хотя, на мой взгляд, абсолютно необоснованная дискуссия, что понимать под защитой типа прав человека. Вы знаете, международные документы абсолютно, да, четко указывают, определяют, что такое правозащитное, есть декларация и так далее. Поэтому и у нас в законе есть, в Конституции есть глава, которая посвящена правам человека, это 2 глава. И есть там, понятно, что значит права человека и как их нельзя нарушать и так далее. Поэтому тут человек должен совершать какие-то определенные конкретные действия, направленные на защиту прав человека, да? То есть ты должен высказать эту проблему публично, ты должен... То есть самое главное — это защита общественных интересов, это защита прав человека. Но главное, что тот или иной человек, который претендует на эту должность, за его спиной должен быть этот опыт. Опыт, когда он озвучивал эти проблемы, он когда требовал, да, устранения этих нарушений, опыт, когда он какие-то рекомендации делал и так далее. Когда этого всего нет, сложно ожидать, что... Во-первых, если этого нет, депутаты парламента не должны рассматривать такие кандидатуры. Кто вот эти кандидатуры понимаете? выставил? Это сами люди могут? Нет. Там депутаты имеют право, это право депутатов инициировать, выдвигать кандидатуру и так далее. Но вы понимаете, что это право не говорит о том, что просто депутат может кого хочет, кого хочет рекомендовать. Конечно, это означает, что депутат должен в соответствии с критериями подобрать депутат должен обратиться к тому сообществу, кто знает, да, кто где. На самом деле здесь, я думаю, что больше, конечно, нужно было бы обратиться к гражданскому обществу, посоветоваться, кого гражданское общество видит достойным на этой должности, у кого больше опыта, да, у правозащитники тоже могли бы сказать, кого они рекомендуют. А вы не можете, допустим, предлагать депутатам кандидатуры? Да. Вообще надо сказать, что да, я в этом тоже участвовала. Конечно, депутаты, с которыми мы обсуждали, да, мы тоже предложили несколько кандидатур, которые можно было бы рассмотреть, но это больше была, может быть, наша инициатива, чем инициатива депутатов. Мне кажется, тоже здесь есть немножко не до конца непонимание того, как они должны
такое у них право. Значит, надо создавать, там, не знаю, приглашать на встречи какие-то организовывать, где все представители гражданского общества могут высказать, кого они видят. У нас не маленькая страна, мы очень хорошо знаем, кто чем занимается и как занимается. Поэтому лучше, конечно, спрашивать у тех, кто этой проблемой занимается, кто занимается правозащитой. Да, конечно. Асида Георгиевна, спасибо большое. О докладе, конечно, можно подробно говорить, потому что это несколько-часовой разговор. Мы ограничены во времени в эфире. Спасибо, что нашли время к нам в студию Спасибо, прийти. что пригласили. Я надеюсь, что все наши рекомендации будут рассмотрены и будут какие-то решения приняты по ним, которые изменят ситуацию с правами человека и сделают более эффективным их защиту. Спасибо за вашу работу и за то, что пришли к нам